В течение довольно-таки продолжительного промежутка времени в адрес телеканала поступало немало обращений от зрителей с весьма однотипными вопросами, как правильно и своевременно передавать показания за тепло и электроэнергию, чтобы без очереди, быстро и вовремя. Вопросы эти понятны, так как вариантов передачи показаний существует немало, и для того, чтобы систематизировать необходимую информацию, свой личный прием сегодня проводит заместитель директора АО «Коми Энергосбытовая компания» Людмила Костромина. Людмила Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы начнем с самого, пожалуй, распространенного вопроса. Звучит он так. Обязательно ли передавать показания по электроэнергии и горячей воде через офис обслуживания клиентов? Показания передавать обязательно, но это не обязательно делать через офисы обслуживания клиентов. Мы с 2012 года начали серьезную работу для того, чтобы перевести все возможности передачи показаний на удаленные каналы обслуживания. То есть у нас в настоящее время созданы практически все возможные сервисы для того, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было осуществить эту передачу показаний. В частности, работает личный кабинет, работает сайт компании, где можно это сделать без регистрации. Плюс работает колл-центр, он работает круглосуточно. Соответственно, человек в режиме онлайн может позвонить и может передать свои показания. Кроме того, по электронной почте можно передать показания. Ну и, соответственно, еще раз акцентирую внимание наших зрителей на том, что идти и передавать показания лично в офис совершенно не обязательно. Еще СМС, по-моему, можно отправить. Да, и через СМС-ки этот сервис очень востребован, поэтому я считаю, что не надо ходить в офис. Ну, это, да, смысла, в общем-то, не имеет никакого, учитывая, что вот есть такое количество дополнительных сервисов. Следующий вопрос. Что необходимо передавать для корректного начисления? Расход за период или само показание? Ну, вообще, конечно, надо передавать само показание, потому что расход за период, когда компания получит показания, он посчитается автоматически. То есть актуальный расход будет учтен в следующей квитанции. А если человек отправит расход? Но это не будет принято. То есть мы принимаем только текущие показания. И он поймет, за что совершил ошибку. И... Да. Скорее всего, его показания, ну, если это будет через удаленные сервисы сделано, оно будет иметь, так скажем, ремарку о том, что оно передано специалистам на проверку. А если это, соответственно, при очном обслуживании, то оператор в окне скажет, что надо все-таки принести текущие показания, расход нас не устроит. Теперь понятно. И у нас есть телефонный звонок, благо работаем мы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вот с таким вопросом. Передаю показания ежемесячно, но в квитанции начисления приходит почему-то по нормативу. И еще начисляют повышенный коэффициент. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Спасибо. Ну, я считаю, что, скорее всего, у счетчика истек срок госповерки. Соответственно, мы в своей программе видим, что начисление необходимо перевести на норматив. Ну и, соответственно, для того, чтобы человек, ну, так скажем, был простимулирован для установки нового счетчика, соответствующего законодательству, мы применяем повышающий коэффициент. Но это не наша инициатива, так скажем, это инициатива законодателя. Ага. И чтобы этого не случалось, как часто нужно менять счетчики? Но у электрических счетчиков срок поверки до 16 лет, от 12 до 16. У счетчиков воды поверка, конечно, более короткая, но там 5-6 лет. То есть надо в паспорте счетчика посмотреть, когда у него истекает срок госповерки. Ну и, соответственно, принять все необходимые меры для того, чтобы его заменить. Заменить счетчики можно через нашу компанию, обратившись в офис, либо это сделать на сайте. То есть данные сервисы тоже возможны. Угу. Хорошо, следующий вопрос. Почему при передаче показаний через контакт-центр не отвечают специалисты? Ну, я уже сказала, что контакт-центр для передачи показаний у нас работает в онлайн-режиме 24 часа в сутки. Операторы же работают ограниченное количество времени, то есть они работают с 9 до 7 в будние дни и в субботу с 9 до 3. Поэтому для того, чтобы не ограничивать людей в передаче показаний,
они могут, нажав кнопку 2 на своем телефоне, передать все свои показания в режиме автоответчика. Это намного удобнее, чем ждать звонка или ответа оператора. Ну, соответственно, этот сервис в таком формате он просто более востребован и лучше работает. А номера колл-центров, насколько я помню, они указаны на квитках? Номера колл-центров, у нас единый колл-центр, у него многоканальный номер телефона. Все эти номера указаны в квитанциях, ежемесячно указывают. Кроме того, они указаны и на оборотных сторонах квитанции, и указаны на нашем сайте. То есть, если у человека есть большое желание передать показания, то его никто в этом не ограничивает. У него есть все для этого возможности. Безусловно. Пару вопросов есть на тему передачи показаний через СМС. При передаче показаний через СМС пришло ответное сообщение. Неверный формат сообщения. Что делать? Я могу предположить, что, скорее всего, человек не в заданном формате передал это показание. Смотрите, дело в чем. У нас СМС-сервис, он полностью заинтегрирован с нашей программой биллинговой. То есть это программа, которая производит начисления. Соответственно, все показания, которые передаются через СМС, они автоматически, без участия человека, попадают в биллинговый комплекс и принимаются к расчету. И если какой-то префикс человек не указал, согласно тому формату, который был указан во входящей СМС-ке, у него это показание может не приняться. И в этом случае программа сигнализирует о том, что, видимо, необходимо еще раз повторить попытку и передать показания еще раз. То есть просто внимательнее еще раз инструкцию перечитать? Еще раз внимательнее, да, посмотреть вообще входящую смс-ку, которая ему пришла. А если возникают какие-то трудности, то зайти снова на наш сайт, и в разделе «Передача показаний» там все инструкции по всем удаленным каналам передачи показаний, они есть. То есть ознакомиться и применять в жизни. Понятно. Вот еще один вариант развития такой. При передаче показаний через СМС не приходит ответное сообщение о принятии показаний к учету. Думаю, в этом случае, скорее всего, это происходит в пиковые периоды, когда у нас идет перегруженность всех наших приемных устройств. Соответственно, отклик программы, он может быть достаточно продолжителен во времени. И эта смс-ка может и не прийти в принципе. Вообще? Да. То есть этого не надо опасаться. Скорее всего, показание будет принято, но, допустим, в прошлом месяце у нас были определенные с этим сложности, но это зависело не от наших сервисов, а от операторов мобильной связи. То есть у одного из операторов мобильной связи был массовый сбой. Была проблема. Да, и поэтому не все смс-ки, к сожалению, до нас дошли. Но это такой частный случай. В принципе, сервис рабочий, и более 20 тысяч человек по республике у нас им пользуются ежемесячно. То есть, еще раз для зрителей, если что-то не так они отправляют в СМС-сообщение, им обязательно придет сообщение о том, что они совершили и сделали какую-то ошибку. Да, обязательно. А если отправили все верно, но сообщение о подтверждении не приходит, все нормально. Беспокоиться по этому поводу не стоит. Скорее всего, да. Отлично. Слышала, что можно передавать показания через сайт Комэнергосбытовой компании. Как зарегистрироваться в личном кабинете? Но сам сервис «Личный кабинет», он хороший сервис. Там весь комплекс разработан для клиента. То есть клиент, не выходя из дома, может полностью, так скажем, удовлетворить свои потребности по взаимодействию с нашей компанией. Там и вся информация по лицевому счету, передача показаний приборов учета, оплата. Туда приходят квитанции, они приходят туда быстрее, чем на бумажном носителе. Соответственно, зарегистрироваться в нем, если человек является активным пользователем интернета, необходимо. Это можно сделать онлайн, заходя на главную страницу нашего сайта. Там есть инструкция, то есть можно зарегистрироваться, а если человек забыл пароль, то можно пройти процедуру восстановления пароля. Собственно говоря, новый пароль к нему придет на мобильный телефон. То есть процедура очень несложная? С этим сложностей нет. Отлично. Мы прямо сейчас прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
Торговый центр «Аврора», второй этаж, куртки-пуховики от 3500 рублей. Горстрой представляет. Новый дом на Петрозаводской, 33 будет сдан уже этой осенью. Все, что нужно для комфортной жизни. Квартиры с первичной отделкой всего от 43 тысяч рублей за квадратный метр. Горстрой. Отличные новости. Продолжается строительство жилого комплекса «Русская роща». Благоприятное жилое пространство. Место для игр и роста. Лучшее предложение на покупку современной квартиры по оптимальной цене. Здоровье и красоту надо беречь. В этом может помочь Nuga Best. Товары из Южной Кореи для всей семьи. 55 55 38. Боль в спине. Постоянная, ноющая, тупая. Избавьтесь от нее. Алмак-01 может помочь снять боль и воспаление, восстановить подвижность при остеохондрозе, артрите, артрозе. Держим цены на Алмак-01 в аптеках «Будь здоров» и «Планета здоровья». Еламед. От головы нет, от давления нет. Несерьезно. Будь здоров. Что? Будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Вот теперь. Серьезно. Сеть близких тебе аптек. Приобретая технику быта, мы всегда делаем выбор и платим за комфорт. Выбирайте комфорт. Свой магазин бытовой техники и электроники. Комфорт. Карла Маркса, 156. Салон комфортной техники. Комфорт. Фиолетовая аптека от склада открыта по адресу улица Мира, 4. У нас выгодные цены. Ждем вас в фиолетовых аптеках от склада. Наши аптеки всегда рядом. На телеканале «Юрган» продолжается личный прием заместителя директора АО «Коми-Энергосбытовая компания» Людмилы Костроминой. И мы остановились на следующем вопросе. По личному кабинету, по сайту. После передачи показаний через личный кабинет, опять-таки, отображается ошибка. Показания, отправленные на проверку, причина, расход превышает в несколько раз расход предыдущего периода. Что значит эта формулировка? Ну, это практически значит то же самое, что мы с вами уже обсудили. Передавать стоит расход или показания. Угу. И, в принципе, если программа видит что-то подозрительное в данных, которые завел человек в поле для передачи показаний, она отправляет эти показания на проверку. Проверяют все эти показания специалисты Коми-Энергосбытовой компании. Соответственно, этого пугаться не надо. Если что-то ушло и пришло такое сообщение, то ваши показания будут проверены, и если с ними что-то не так, вы получите обратную связь. Угу. То есть специалисты сами ее пересчитают как-то или рекомендуют тому, кто отправил, заново либо они поймут, что там что-то не то с запятой, какая-то разрядность не та. И если они этого не поймут, то, соответственно, дадут обратную связь. Человек это получит в своем личном кабинете. Теперь понятно. Следующий вопрос. Усинск. Как передать показания через сайт, не регистрируясь в личном кабинете? Но если вот совсем лень, видимо. Ну да, не все люди хотят регистрироваться в личных кабинетах, поэтому мы разработали упрощенный сервис передачи показаний. Он тоже у нас есть на сайте в разделе «Удобные сервисы». То есть там, зайдя в этот раздел, можно передать показания по адресу, по номеру клиента. То есть ограниченности для тех, кто зарегистрирован, либо не зарегистрирован в личном кабинете, в этом случае нет. То есть, в принципе, не обязательно регистрироваться, если как-то по упрощенному. В принципе, да. Если вам надо использовать этот сервис только для передачи показаний, можете не регистрироваться. Ну, так будет быстрее. Ну, быстрее, да. Вот такой вариант развития событий еще. В личном кабинете неактивна вкладка передачи показаний. Это временный сбой какой-то? Ну, смотрите, у нас срок передачи показаний, он ограничен. С 20 по 25 число ежемесячно. Соответственно, во все другие даты прием показаний закрыт по всем удаленным сервисам. Это сделано и для удобства человека. Ну, в принципе, наверное, невнимательно посмотрели, но там есть сообщение о том, что прием показаний осуществляется с 20 по 25 число. Также и с колл-центром. То есть в колл-центр позвонить и передать показания с 20, вне чисел с 20 по 25 это тоже невозможно. Ну, в общем, это единственное правило, которое нужно запомнить. Да, это единственное правило. Телефонный звонок, мне подсказывают, у нас есть. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Отправила показания на официальный адрес электронной почты, но в квитанции данных показаний не отображены. Почему? Но мы уже неоднократно сообщали и в средствах массовой информации, и в обратных письмах людям, которые пытаются передать показания через электронную почту нашей компании, которая указана на сайте, о том, что мы не принимаем показания именно по общему электронному адресу компании. Все показания необходимо передавать через те сервисы, которые я сейчас озвучивала, но лично и лучше это передавать через личный кабинет. А на общий тогда, то есть какие-то претензии можно направлять на общий адрес? На общий адрес, да, он такой адрес для того, чтобы у человека было представление, что у компании есть электронный адрес, он может туда подать обращение, оно будет, конечно же, рассмотрено, но чтобы ускорить прохождение обращения любого, желательно это делать тоже через сайт, через обратную связь, потому что тогда порядок прохождения обращения, он более формализован. Там есть отдельная вкладка? Есть вкладка на главной странице сайта, называется она «Обратная связь». Замечательно. И вот такой вопрос, несколько, мне кажется, даже странный. Необходимо ли каждый месяц передавать показания лично? Я уже сказала, что в офисы ходить не надо. Если есть большое желание, то можно передавать показания каждый месяц, но в принципе, если мы не получаем показания по какому-то жилому помещению в расчетном периоде, то 3 месяца, согласно законодательству, мы производим начисления по среднему потреблению за месяц, ну а соответственно далее переходим на норматив. То есть, в принципе, у человека есть 3 месяца для того, чтобы передать показания, потому что его расход будет примерно такой же за весь этот период, как и ранее. Затягивать точно не стоит, потому что это будет просто накладно. Да. И еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Так, вы слышите нас? Меня? Да, мы прекрасно вас слышим. Говорите, пожалуйста. Я хотела передавать показания каждый месяц при оплате через банк за электроэнергию и горячую воду. Но не нашла раздела, поля для передачи показаний. Почему? Ага, понятен вопрос, спасибо. То есть, скорее всего, это было через Сбербанк онлайн, данная попытка не состоялась. Но, во-первых, я уже сказала, что все активные поля для передачи показаний, они активны с 20 по 25 число. В другие периоды они закрыты. Даже в банкоматах? Да, и в банкоматах в том числе. Но уж, коли затронули этот вопрос, я скажу, что показания у нас также можно передать через наших партнеров, в данном случае через Сбербанк. Это можно сделать и в Сбербанк онлайне в период передачи показаний. Соответственно, если вы платите, то там можете передать показания одновременно. Также можно это все сделать в устройствах самообслуживания Сбербанка, в банкоматах, ну и через операторов в окне при произведении платежа. Ну и выглядит все так, как будто на главные вопросы о передаче показаний за счетчики мы вот все обсудили. Я предлагаю в завершении личного приема еще раз напомнить нашим зрителям все возможные варианты, как им можно передать показания, не выходя из дома. Самый оптимальный способ – это личный кабинет. Можно передать показания там, зарегистрировавшись предварительно на нашем сайте. Можно, не регистрируясь, передать показания через сайт в разделе «Удобные сервисы». Также можно это сделать через СМС-сервис, по телефонам колл-центра, которые указаны в квитанциях. Ну и, соответственно, если есть очень большое желание прийти в офисы через терминалы самообслуживания, это тоже можно сделать.
И в банкоматах Сбербанка. И в банкоматах Сбербанка, да, совершенно верно. Ну и выглядит так, как будто мы обо всем важном поговорили. Людмила Владимировна, спасибо вам за то, что уделили время. Личный прием заместителя директора АО «Коми-энергосбытовая компания» Людмилы Костроминой завершен. В следующую среду свой личный прием проведет руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан. Отправляйте свои вопросы в общественную приемную главы Коми, нашу группу ВКонтакте и звоните на автоответчик редакции. Детали дня можно посмотреть на сайте jurgen.rf и посредством функции видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего доброго.